Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Лесной пожар отступил от села Сватай Среднеколымского района. На помощь в тушении прибыли 20 бойцов МЧС России. Ситуация с COVID-19 в Якутии остается стабильно напряженной. Тем временем в мире сразу несколько вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний. И любой ребенок теперь может услышать якутские сказки. Для этого нужно лишь зайти в интернет. В селе Сватай Среднеколымского района лесопожарная обстановка стабилизировалась. Ситуация находится под контролем, угрозы населенному пункту нет. Из Среднеколымска переброшена аэромобильная группа МЧС из села Аликокюэль. На помощь в тушении лесных пожаров прибыли 20 бойцов. Также на месте работают местные силы и средства. Это еще 70 человек. Сейчас открытого горения не наблюдается. Группа приступила к тушению почвенного пожара. Напомним, накануне из-за сильного ветра верховой пожар прорвался через реку Алазея в сторону села Сватай. По информации Сахаэнерго, огонь бушевал на расстоянии 800 метров от дизельной электростанции. Энергетики села Сватай Среднеколымского района принимают все необходимые меры для защиты дизельной электростанции от природного пожара. В условиях приблизившегося к объекту огня задействован весь персонал. Электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. По сообщению главного инженера Среднеколымского РЭС АО «Сахаэнерго» Павла Шадрина, 6 августа из города Среднеколымск вертолетом направлены дополнительные материалы для защиты объектов от огня. 56 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня. Так, 46 заболевших выявили в Якутске, Верхневилюйском, Егино-Кангаласском, Намском и Нюрбинском районах по 2 новых случая, в Татинском и Нерюнгринском районах по 1. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, 10 тяжело больных подключены к аппаратам ИВЛ. Видим, что есть случаи распространения в районах, в основном через случаи внутрикорпоративные, семейные, различные праздники, свадьбы, юбилеи. К сожалению, есть случаи также попыток организовать там какие-то массовые мероприятия типа концертов. В частности, вот в Мирнинском районе был такой вопиющий случай. Вот, конечно же, эти все мероприятия приводят к тому, что у нас просто в тех или иных районах начинает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И здесь, конечно, людям надо понимать, что соблюдение ограничительных мер элементарных, ношение масок, недопущение вот таких больших скоплений людей в общественных местах, конечно же, это требование времени. В ближайшее время начнется работа примерно через 2 недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести к усилению вот так называемой 2-й волны пандемии коронавируса, которой сейчас весь мир очень боится и ждет. Так? И судя по данным, в некоторых странах вот такая 2-я волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никоим образом нельзя. Между тем, сразу несколько вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний, а всего в мире разрабатывают более 200 вакцин. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время 6 вакцин находятся на продвинутой стадии. Их испытывают клинически. Кроме того, гендиректор высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать вакцину от коронавируса как общественное благо. По его словам, экономическое восстановление в мире после пандемии могло бы пойти быстрее, если вакцина станет доступна для всех. Компания ЕТЭК планирует застроить поселок Касылсыр. Здесь на сегодня уже строится несколько частных домов. Это будет новый микрорайон для работников компании. Также решается вопрос строительства спорткомплекса, мусорного полигона и дорог. На встрече с работниками ЕТЭК зампред правительства Якутии Кирилл Бычков заострил внимание на привлечение местных кадров. Кроме того, рабочая делегация посетила Касылсырскую среднюю школу. Здесь планируют реализовать проект «Точка будущего». Это уникальный образовательный проект по адаптации детей в современных условиях. Мы рады, что будем участвовать в таком проекте, потому что этот проект очень много даст нашим детям и, соответственно, педагогическому коллективу тоже. Потому что будет обмен опытом, обмен
обучающимися, преподавателями, будет налажена профориентационная работа, что, естественно, для нас очень важно, потому что у нас поселок производственный. Колледжи и вузы Дальнего Востока получат 500 миллиарда рублей грантовой поддержки в следующем году. Минпросвещения России предоставит учебным заведениям дальневосточных регионов 544 миллиона рублей. На эти средства оборудуют 80 современных мастерских. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Гранты предоставляются на конкурсной основе для обновления материально-технической базы образовательных организаций. По количеству победителей конкурса лидирует Якутия, где выиграла 7 заявок от 6 образовательных организаций. Далее идут Хабаровский край, Бурятия и Приморье. Что касается всероссийских проверочных работ для школьников, то их планируют провести с 14 сентября по 12 октября. Контрольные напишут ученики с 5 по 8 классы, у 9 классов в режиме апробации. Работы должны быть проведены согласно утвержденному графику по решению школы. Проверочные работы помогут определить пробелы в знаниях школьников для корректировки рабочих программ по учебным предметам. Проверка знаний пройдет по программе предыдущего года. Тем временем нерюнгринские полицейские поддержали акцию «Скажем мошенникам нет», приняв эстафету от коллег из города Алдан. Количество обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников, растет с каждым днем. Акция призвана обратить внимание населения на факты мошенничества в районе республики. Екатерина Павлова продолжит тему. Нерюнгринцы снова попадаются на уловки аферистов. На текущий период 2020 года в районе зарегистрировано 95 дистанционных мошенничеств. Только за последние 2 недели у нерюнгринцев было похищено более 1 миллиона рублей. Мне на телефон пришло сообщение, СМС о том, что у меня накопительные бонусы, и мне их надо активировать до 31 числа. Затем мне позвонили из банка и спросили, почему их не активируют, так как время уже на исходе. И для того, чтобы мне их активировать, попросили данные паспорта и данные карты. Я сообщила коды и данные паспорта. И у меня в течение где-то 30-40 минут сняли 59 тысяч с карты. 43-летний нерюнгринец оформил в банке кредит на 1 миллион рублей для покупки нового автомобиля. Через некоторое время поступил звонок от якобы сотрудника банка и сообщил, что карта заблокирована, так как с ней происходят сомнительные транзакции. Далее по уже знакомой схеме перевел разговор на сотрудника службы безопасности банка. В итоге, после того, как мужчина сообщил незнакомцу несколько кодов из СМС-сообщений, с его карты было списано 947 377 рублей. Только тогда потерпевший понял, что ему звонили мошенники. Правоохранители не перестают напоминать о распространенных действиях мошенников и о том, как защитить себя от уловок мобильных аферистов. Запомните, банки никогда не звонят и не говорят о подозрительных операциях на вашей карте. Не просят назвать номера карт, CVV-коды, коды из СМС-сообщений и иные персональные данные. Это делают только мошенники. Вам звонят и говорят, что вам полагается какая-либо компенсация. Не верьте, это мошенники. В рамках акции «Скажем мошенникам нет» нерюнгринские полицейские организовали флешмоб, привлекая граждан к проблеме участившихся фактов мошенничества. Раздавали информационные листовки. С помощью патрульной машины проинформировали прохожих через усиление звука, как не стать жертвами мошенников. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии завершается пребывание всероссийской акции Минздрава страны «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020». Она стартовала 26 июля из Камчатки и Калининграда. Продлится акция до 16 ноября. Мобильные пункты тестирования проследуют через 200 городов в 45 регионах. В нашей республике акция прошла в 3 населенных пунктах. Это Якутск, Алдан и Нерюнгри. Ее цель – информирование населения по вопросам СПИД, а также снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан. Все желающие могли сдать анализы в мобильных пунктах для тестирования. Это брендированные автомобили с широкой красной лентой. Сегодня провели церемонию, где подвели итоги работы в республике. Организаторам в знак участия передали флаг Якутии. Регионов 199 населенных. Около 100 человек прошли тестирование в городе Нерюнгри, Алдане, и сегодня и завтра будет продолжаться тестирование в городе Якутске.
Часто люди гуляют по городу, видят яркие автомобили брендированные, подходят, спрашивают, что у вас здесь происходит. Действительно, часто люди отказываются от тестирования, поскольку ВИЧ-инфекция такая тема табуированная, все еще остается. Достаточно сложно прийти людям, особенно в маленьких городах, на тестирование. Но, тем не менее, если сравнить с прошлыми годами, очень активно люди приходят на тестирование, узнавать свой ВИЧ-статус. Завтра, 8 августа, жители и гости нашей столицы могут бесплатно пройти экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно прийти на Комсомольскую площадь с 12 до 18:00. Услышать якутские сказки теперь может любой ребенок. Для этого нужно лишь зайти в интернет. Проектный офис развития Арктики «Пора» запустил цикл детских развлекательных передач, где педагоги знакомят малышей с самыми интересными сказками народов севера России. Подробности у Максима Кардозу. Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами мы будем читать якутскую сказку «Девушка-хвощинка». Мифические существа, волшебные предметы, чудеса на каждой странице. Герои сказок народов Севера всегда отправляются в фантастические приключения, которые и взрослых удивить могут, но настоящий восторг они вызывают у детей. Олени научили Эрмичина бегать быстрее самого быстрого из них и прыгать со стопки на стопку. Идея познакомить детей России со сказками северных народов пришла к специалистам проектного офиса развития Арктики весной, когда режим самоизоляции заработал на полную катушку. Эти чтения стали частью большого проекта «Пора все дома». Мы делали прямые трансляции, готовили блюда национальных кухонь народов Севера. И одно из направлений мы думали, как же привлечь активнее детей. И наши учителя придумали, что вот можно читать детям сказки. К каждому выпуску педагоги готовятся заранее, тщательно подбирают сказки. Здесь важно учитывать и содержание, добрый посыл, интересное повествование. И родителям удобно, включили там на YouTube сказку вечером, и можно своими делами какими-то позаниматься. А с другой стороны, мы таким образом с ранних лет приобщаем детей к культурам народов Севера. Вот так и зародилась идея. Мы подобрали разные сказки. У нас у нашего руководителя хороший собственный большой архив сказок народов Севера. В проектном офисе «Пора» отмечают, что интерес к культуре Севера особенно возрос в условиях коронавируса. Люди стали активнее знакомиться со своей страной. И речь не только о путешествиях. Многие с удовольствием открывают для себя Россию через фольклор коренных народов Арктики. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.